Мы рады прийти на вашу землю. Очень символично. Здесь стоит мотоциклист чех, мотоциклист словак и русский. Как 71 год назад. Для наших предков не было границ. И не было принципиальной разницы, кто стоит плечом к плечу и кто с ним рядом борется с фашизмом. И ценою нескольких десятков миллионов жизней эта возможность у Европы сейчас появилась. Мы прибыли сюда с одной лишь целью: исполнить наш гражданский долг и долг внуков и правнуков перед нашими дедами, которые, не задумываясь, складывали свои головы и отдавали жизни за свободу. В связи с этим я предлагаю провести минуту молчания. Объявляю минуту молчания. Светлая память героям. Jménem všech, kteří organizovali tuto akci a organizují i stejnou pietní akci 7. v Praze a 8. v Děčíně, děkujeme vám, že jste přišli se poklonit hrdinům, kteří padli při osvobozování Československa. A budeme rádi, když ve stejném počtu přijdete i na ostatní pietní akce uctít památku padlých. Díky. Куда? Díky. Ďakujeme veľmi pekne za toto mieroprijatie, že ste prišli v takom počte, ako ste prišli. Prechádzali sme celé Poľsko, nestretávali sme sa s takým mieroprijatím ako tu. Už to môžem povedať, lebo prešli sme hranice do Českej republiky. 3 dní prenasledovania polície poľskej, tajných služieb, šikanovanie, kontroly dokladov. No, čo si viete predstaviť, nám bolo predstavené v Poľsku. Prečo, z akých dôvodov, nevieme, nikto nám to nevysvetlil. Ale zase, ľudia sú tam dobrí, keď nás badali, kývali. Samozrejme, že nájdu sa aj jedinci, ktorí hold nezmeníme a nezmeníme ani to, aké majú zmyšľanie. Chcem len povedať to, že dúfam, že nikdy nezabudete na to, kto a čo pre nás urobil. Kto nás oslobodil a komu za to môžeme ďakovať. Ešte raz ďakujem vám všetkým a dúfam, že sa stretneme aj na ďalších akciách.
деревень, сел, здесь дополнительно захоронены. Помимо там основных захоронений, там находится прах наших офицеров, а уже, так сказать, рядовых хоронили уже в украинских могилах. Кроме того, справа находится захоронение румынских солдат, которые тоже принимали участие в освобождении Брно, а слева чешских и словацких патриотов, которые тоже погибли. То есть вот здесь вот таким образом. Крупное захоронение, хороший уход, вплоть до того, что вот там стоит камера, которая выведена на всякий случай, мало ли, все можно видеть. Вот, на всякий случай выведен на постоянное наблюдение на пульт полиции. Так что от вандализма исключен. Да, ну, во всяком случае, сталкивались. Периодически у нас была акция в Берлине, когда поломали памятники, ездили наши ребята, и поломали все, и тишина. В Западной Чехии я с такими вещами сталкивался. В Западной Чехии я, Андрей, с такими вещами сталкивался, а здесь очень бережное отношение к памяти наших солдат.